У нас есть еще 2 минуты. Я хотела бы уточнить, а регистрироваться нужно было обязательно? Да, нужно было. Вы не зарегистрировались, да? Нет. Тогда вы свой электронный адрес туда в чат отправьте, и в его тоже напишите полностью, чтобы мы вам отправили потом материалы, и чтобы мы могли вам подготовить электронные сертификаты. Хорошо, спасибо большое. Бахтыкан Макишевна, здравствуйте. Тоже присутствует. Телек, здравствуйте. Доброе утро всем. Я рада вас всех приветствовать. Я слушаю ваш диалог, очень приятно это слышать. Доброе утро, Саламатсызбы, доктор Майер. Я в последнее время стараюсь участвовать во всех семинарах, которые проводит фонд Ханса Зайделя. Я как бы специалист по гуманитарному направлению. Я недавно закончила, кстати, маленькую магистерскую программу УЦА, экономическая политика, получила сертификат, потому что политика, экономика взаимосвязанная вещь, поэтому телек я хочу послушать вашу тему, потому что мне очень интересно, как это происходит, управление финансами, да, собственностью, которая является главной проблемой, главной основой коррупции в нашем государстве. Спасибо, желаю удачи вам. Спасибо. Спасибо, Бахтыкан Макишевна. Я думаю, да, вы правы. Это огромная собственность, вся собственность государства, и важно эффективно управлять ею. Да, и очень много нехороших дел происходило в этой сфере. Ну, мы на сегодняшний день изучим состояние, субъекты, объекты управления, и наша задача будет заключаться в том, чтобы донести ребятам общее понятие управления государственной и муниципальной собственностью. Так, у нас уже 16. Да. Так, уже 10:10, мы можем уже начать, остальные участники постепенно уже зайдут. Доброе утро, уважаемые наши участники, друзья, стипендиаты, выпускники, учителя в академии. Добро пожаловать на наш онлайн-тренинг. Позвольте сейчас уже дать слово руководителю фонда Ханса Зайделя в Центральной Азии, доктору Максу Георгу Майеру. Доктор Майер, sizге сөз uzatам. Рахмат, Наргиза. Урматтуу биздин стипендиаттар, бүтүрүүчүлөр, достор, академиядагы коллегаларым, урматтуу биздин бүгүнкү тренер Тилек Уркунчиев Мирса, сиздер менен бүгүн онлайн болсо дагы сак саламат көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Үй-бүлүңүздөр дагы денсаулыкта деген үмүттүмүн. Баарыбызды бул чылы ковид илдетти, жана өлкөдөгү акыркы убакта болуп жаткан саясий өзгөрүүлөр тынчыбызды алууда. Бирок биз бул кийинчиликтерди бирге интимакта ченерибизди unutпашыбыз керек. Бүгүнкү онлайн тренингдин темасы мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү башкаруу. Бул абдан керектүү жана актуалдуу темалардын бири. Бул маселелер баарыбызга тиешелүү жана ар бирибиз бул тууралуу кенен түшүнүк алуубуз маанилүү. Бүгүнкү окуунун тренери Тилек Уркунчиев Мирса Ханс Зайдел фондунун жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясынын биргелешкен магистрлик программасынын бүтүрүүчүсү. Башкаруу академиясында аспирант жана мугалим болуу менен
Çogorku Keneshte deputatın keneşçisi bulup emgeklenip kelet. Bul tarmakta bilim aptan kenen çana taşribalu artistlerden oşunduktan bugünkü trainingde özünüzde kısıktırgan sorularga cevap alasız degen ümittimin. Barınızlarga çemiştü çana paydalı online oku kalayım sizlerge çok rahmat. Чон рахмат, доктор Майер. Уважаемые участники, прежде чем начать наш тренинг, я бы хотела всех попросить выключить свои микрофоны, потому что это будет мешать остальным участникам услышать голос, презентацию. И если у вас появились вопросы, вы можете задать их во время вопросы и ответы, поднимая руку, или же заранее написать их в чат. В чате я буду озвучить ваши вопросы. Вы можете писать это на кыргызском либо на русском. В принципе, разницы нет. Тогда да, не будем тянуть времени, начнем наш онлайн-тренинг. Тилек Калыгулович, вам слово. Вы можете уже начать. Наргиза, спасибо большое. Доктор Майер, сизге чоң рахмат. Абдан кубанычтамын, сиздер менен биргеликте иштегениме абдан ага дагы кубанычтамын. Уважаемые гости, уважаемые магистранты, преподаватели, друзья, мне очень приятно будет вам сегодня рассказать об управлении государственной и муниципальной собственностью. Как выше Бахтыкан Макишевна сказала, что это очень значимая, да, действительно очень значимая для государства сфера. И от того, от эффективности управления самим государством, от самих управленцев зависит и развитие, да, страны. Итак, мы многие связаны с Академией государственного управления, да, и само слово в самом начале управление, да, давайте мы его разберем, но мы его, конечно, все знаем. И мы его рассматриваем, нашу тему, наше направление со стороны предпринимательской деятельности, да, то есть со стороны менеджмента. Поэтому управление — это у нас процесс прогнозирования, планирования, мотивации, координации и контроля, необходимый для достижения целей любой организации, государства, коммерческих организаций, некоммерческих, да, и как бы это очень важно для государства. Итак, управление государственной и муниципальной собственностью, да, раньше управляли государством при союзе только государственной собственности, то есть не было понятия муниципальная, частная и так далее. И после развала СССР у нас появилось понятие приватизации. То есть государство решило, что необходимо собственность передавать в частные руки, так как в стране нету денег, да, не было налоговой системы, не было никаких систем. То есть приходилось начинать все заново и с нуля, и появилось понятие приватизации. И вот Кыргызстан прошел несколько этапов приватизации, которые продолжается до сих пор, да, на сегодняшний день тоже он проходит. И вот первый этап, он начался в 1991 году, когда был заложен фундамент нормативно-правовой базы, да, когда были вообще рассмотрены направления, да, как мы будем поступать. И в самом начале началось с мелких торговых предприятий. Это у нас всякие хозяйственные дома, магазины, парикмахерские, да, то есть объекты услуг. И вот к концу 1993 года было приватизировано 86% этих вот объектов, да. И следующим этапом у нас уже идет 94-95 года, да. Там вот была тоже сформулирована нормативно-правовая база новая. Вот.
Следующим этапом уже началось у нас приватизация уже промышленных объектов. То есть государство сказало, говорит, у нас большие хозяйствующие субъекты стоят, не развиваются. В связи с этим надо отдавать частные руки для привлечения инвестиций, да, внутренних. И так далее. И пошел процесс приватизации больших хозяйствующих субъектов, заводов, фабрик и так далее. Здесь хотелось бы отметить, что в процессе приватизации были приватизированы социальные объекты. Хотя указом президента 95 года было запрещено приватизация социальных объектов. Это у нас лагеря, детские сады, образовательные организации, да, организации здравоохранения, культуры, спорта и так далее. Но в 90-х годах и дальше, уже после 2000-х годов, всем известно, что были приватизированы детские сады, лагеря и так далее. И по этому поводу было очень много разбирательств и дел. Некоторые из них были уже возвращены. Итак, приватизация у нас прошла. А приватизация это что? Приватизация это у нас передача государственной собственности физическим и юридическим лицам. Да? И получилось, что у нас тем самым после приватизации появилось понятие частная собственность, появилось понятие муниципальная собственность. Так как приватизация сама подразумевала, да, передача в собственность граждан, людей, они, получается, брали физические лица, приватизировали юридические лица. Тем самым появилось государственное и муниципальное имущество. Муниципальное имущество, мы позже об этом еще более подробно поговорим, но суть в том, что государство, когда началась децентрализация власти, когда в регионах, да, в областях необходимо было управление вместе с... А управлять как нужно? Управляешь вместе с финансами, какими-то объектами имущества, да, каких-то комплексов и так далее. То есть тем самым были переданы объекты муниципальной собственности. Это у нас мосты, дороги, улицы, объекты здравоохранения, медицины, образования, объекты ЖКХ и так далее. То есть, можно сказать, правительство своим решением, постановлением, к примеру, возьмем мы город Токмок, да? И было такое решение, к примеру, постановление правительства, где говорилось, да, постановление правительства о передаче государственной собственности в муниципальную собственность мэрии города Токмак. И шел перечень. И здесь вот шло улицы, мосты, то есть все, что необходимо было передать городу Токмак, было передано вот этим решением правительства. Тем самым это было основанием для того, чтобы признать муниципальную собственность. То есть правоустанавливающим документом муниципальной собственности, одно из них является постановление правительства. Итак, идем дальше. Приватизация произошла, появились очень много объектов коммерческих и некоммерческих организаций, то есть, одним словом, юридических лиц. Да? И для того, чтобы нам дальше пойти и разбираться в управлении объектами, нам необходимо знать, какие у нас существуют юридические лица. Следующая тема у нас является юридические лица. Юридические лица – это у нас организация, да? То есть я вот здесь признаки указал, которая имеет какое-то свое имущество обособленное. Оно может нести ответственность в пределах этих внесенных вкладов, имущества, да? А имущество у нас из чего может состоять? Из каких-то денежных средств, может быть, или зданий, сооружений, оборудований и так далее. То есть каждый учредитель, он входит со своим вкладом. Может быть истцом и ответчиком в суде. Подлежит регистрации обязательно, да, государственной регистрации юридического лица через структуры Министерства юстиции.
и она обязательно должна содержать юридический адрес, да, печать, фирменное наименование и так далее. То есть это все признаки, указывающие на юридическое лицо. Юридические лица бывают коммерческие и некоммерческие. Вот мы сейчас о них и поговорим. Здесь я как дополнение сделаю, государство, ну, допустим, Кыргызская республика, оно является тоже юридическим лицом. Правительство Кыргызской республики, то есть любые организации. Итак, у нас существуют коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организации, у них основная цель – получить прибыль. Это у нас хозяйственные товарищества и общества. Это у нас крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства, государственные предприятия, муниципальные предприятия и так далее. Понятно, да? В хозяйственных товариществах и обществах мы чуть ниже тоже о них поговорим. Вот. Поговорим о некоммерческих организациях. Некоммерческие организации целью не является извлечение прибыли, а целью является достижение каких-то уставных целей. Да? И вот чуть ниже мы говорим, что у нас какие объекты они входят. Это у нас учреждения. Да? Какие мы знаем учреждения? Это вот, к примеру, Академия государственного управления. Это у нас учреждение, да? Так как является высшим учебным заведением. Цель – предоставить качественное образование. Система здравоохранения. Все объекты здравоохранения, да? Все объекты культуры, спорта и так далее. То есть все они являются учреждениями. Следующее – это общественное объединение, да? Общественное объединение, благотворительные общественные фонды. Ну, понятно, они тоже являются организациями, у которых есть какая-то цель, да? Для совместной защиты каких-то общих интересов. Благотворительные общественные фонды, религиозные организации, объединения и так далее. Идем дальше. Что относится как раз к хозяйствующим товариществам и обществам, да, это вот основные, которые у нас используются в Кыргызстане. Это у нас общество с ограниченной ответственностью, да, общество с дополнительной ответственностью. Если мы поговорим об обществе с ограниченной ответственностью, да, это распространенная в Кыргызстане коммерческие организации в разных сферах, да, и суть такова, что там участники, учредители, они входят с какими-то долями. Ну, 5%, у кого-то 10%, у кого-то 100%, то есть неважно. И отличие еще от других, то, что оно имеет несет субсидарную ответственность. Да? Следующее – это общество с дополнительной ответственностью, у которых есть дополнительные какие-то обязательства, когда общество несет риск убытков, да, перед кредиторами, то другие участники, они должны будут выплатить за других, у кого не хватает денег. Следующее – это у нас акционерное общество. Акционерное общество будет открытого, закрытого типа, да? Собственниками являются акционеры. И эти акционеры вновь создают акционерное общество какими-то вкладами, вкладами в виде акций. Да? То есть основа в акционерных обществах – это акции. А собственники, акционеры, они получают прибыль в виде дивидендов от этих принадлежащих ими в процентном соотношении акций. Так, следующее идет у нас крестьянское хозяйство, да, это фермерское хозяйство, государственные, муниципальные предприятия. О них мы поговорим тоже чуть ниже, более подробно. Следующее понятие в юридических лицах – это представительство. Представительство, филиалы, да. Представительство не является юридическим лицом, он находится вне местонахождения основной организации.
Представительство занимается представительством и защитой интересов основной организации. Может проводить сделки от имени основной организации. В основном коммерческие банки имеют, да, представительства, филиал, ну, представительства, филиалы, другие какие-то большие корпорации. Филиалы тоже не являются юридическими лицами, но являются как бы структурой, в которой есть обособленное имущество, она также находится вне места нахождения основной организации. И она может осуществлять всю или часть основной функции основной организации. И также может заниматься функцией представительства. Они действуют по доверенности, извините, которую выписывает руководитель основной организации. Следующая организация – это дочерняя организация. Ну, кто-то говорит, простыми словами, дочка. Да? Дочка – это юридическое лицо, да? Где основная организация определяет решение, принятое такой дочерней организации. Здесь мы указали кооператив. Да, это объединение физических и юридических лиц, где может быть членство, создается она для удовлетворения своих материальных целей, да, и оно может создаваться в форме коммерческих и некоммерческих организаций. Итак, у нас, получается, после приватизации появились различного рода формы собственности, да, появились юридические лица. И вот как раз вот мы говорили о том, что была только государственная собственность, а потом появилась муниципальная, частная и иная форма собственности. Да? И о каждой из них мы еще поговорим. Право собственности. Она включает три основные направления. Да? Это у нас право владения, то есть получается ты имуществом владеешь, да, просто обладаешь этим имуществом. Вот. Право пользования. Ты пользуешься этим имуществом, извлекаешь какую-то выгоду. Да? То есть, если это у тебя земля, то ты на этой земле посадил, не знаю, ячмень, там, кукурузу и так далее. Получил прибыль, тем самым это понятие называется пользование. И следующее понятие – это право распоряжения, когда ты можешь определять юридическую судьбу, да? Продавать кому-то, сдавать в аренду и так далее. И вот когда есть вот эти все три правомочия, все три направления, есть понятие права собственности, оно полное. То есть я, к примеру, как физическое лицо, имея автомобиль, имею его на праве собственности. То есть я могу им владеть, да, пользоваться и распоряжаться. То есть все, что угодно с ним делать. Вот это у нас закреплено, да, Гражданским кодексом Кыргызской Республики. Так. И вот мы теперь поговорим о государственной собственности. Да, государственная собственность может иметь любое необходимое для осуществления функции имущество. Да, оно может его купить, взять. То есть государство нормативно-правовыми актами предусмотрены нормы, где государство может, не знаю, изъять. Да? То есть есть понятие принудительное изъятие. Да? Есть еще другие нормы, когда государство может приобрести это имущество, потому что это ему необходимо. Вот. Ну, конечно, нужно будет это обосновывать и так далее. Государственная собственность что относится? Это у нас государственная казна, золотой запас, бюджет, да? Имущество государственных предприятий, хозяйственных обществ, учреждений, да? Объекты исключительной собственности, земля, ее недра, воды, реки, леса, воздушное пространство, животный и растительный мир и так далее. Да? То есть государственной собственности относится очень много имущества. Даже есть имущество, которое находится за границей. Да? К примеру, здания дипломатических представительств наших за рубежом являются
имуществом, государственным имуществом Кыргызской республики. И, кстати, территория тоже, которая там, на которой они находятся, тоже является территорией Кыргызской республики. Вот. У государства может быть очень много собственности, потому что это ему необходимо государству для осуществления функций. И когда речь идет о государственных каких-то интересах, государство может предпринять различные мероприятия, да, с этим имуществом. Так, и мы поговорим теперь о муниципальной собственности. Ну, муниципальная собственность, помните, мы говорили, что она появилась, когда первая появилась, когда государство передавало свои объекты для обеспечения жизнедеятельности, да, обеспечения, осуществления функций на местном уровне для местных сообществ. И не только город Токмок, да, то есть мы говорили же о постановлении, ну, решением правительства государство передавало муниципальную собственность, и это происходило по всей республике. Всем органам местного самоуправления были переданы все объекты согласно перечню, да, то есть он идет индивидуальный, так как в некоторых населенных пунктах существуют объекты республиканского значения. То есть они важны для государства, и государство само смотрит за ним, да, финансирует, обеспечивает охрану, безопасность, надлежащее состояние и так далее. Итак, что такое муниципальная собственность? Это собственность местных сообществ, да, находящиеся во владении, пользовании и распоряжении органов местного самоуправления. Помните, мы говорили о праве собственности, да? То есть у органов муниципального управления есть право пользования, право владения, пользования и распоряжения. И которое служит источником доходов для местного самоуправления, которое необходимо для его функционирования. Да? Что может входить? Это у нас муниципальные предприятия, учреждения. Да? К примеру, если мы возьмем город Бишкек, все школы города Бишкек, за исключением гимназии номер 5 и других, гимназии номер 5 и других частных образовательных школьных образований, входят в муниципальную собственность мэрии города Бишкек. Городские стоматологические поликлиники, да, центры семейной медицины, не знаю, библиотеки городские, районы и так далее. Все, что связано с социальным направлением. Да. Мосты, дальше идем, мосты, улицы, недра местного значения. Да. Ну, если мы местного значения, для примера, если возьмем, какие недра могут быть? Вот, чуть ниже Бишкека есть села, называется Бирлик, Ленинская, вот в той области внизу, где вот протекает у нас река. И вот вдоль реки у нас одно время брали лицензию у местных, щебень брали. Они его грузили, лицензию брали и потом продавали. То есть в данном случае он не входил в государственный реестр объектов государственного значения. Да? Вот. А дальше, если мы пойдем, это у нас парки, пастбища, объекты жилищно-коммунального хозяйства и так далее. И частная собственность. Да, частная собственность, ну, многим понятно. То есть это вот об автомобиле, которым я владел, да, ну, оно идет здесь как движимое имущество, да, недвижимое имущество, квартиры и так далее, объекты интеллектуальной собственности, да, и так далее. Но в данном случае в частной собственности есть ограничения. То есть государство ограничивает приобретение каких-то объектов имущества какими-то нормативно-правовыми актами. То есть оно должно находиться
государственная или муниципальная собственность. То есть оно не может быть приватизировано. И так далее. Так, иная собственность. Иная собственность это у нас, то есть у нас в законодательстве, в Гражданском кодексе так и прописано, что у нас существует и иная собственность, да, потому что у нас различные названия каких-то совместных предприятий, да, то есть это совместное понятие, да, совместное предприятие. И вот по государственно-частному партнерству, по законодательству, по теории, то он тоже предполагает, что есть какая-то доля государства, есть какая-то доля другого государства, возможно, да, я не знаю. То есть в различных каких-то комбинациях создаются юридические лица, которые могут иметь любое название и иметь иную собственность. Да. Совместная, да, она может называться и так далее. Идем дальше. Различие, да, между государственной и муниципальной собственностью, оно закреплено у нас законодательно, да, и здесь я показал, где у нас какими нормативно-правовыми актами это разграничивается, да. Поэтому, если будет интересовать, можете посмотреть в этих нормативно-правовых актах. И теперь мы, собственно, спустимся к управлению государственной и муниципальной собственностью, да. На государственном уровне государственной собственностью управляет у нас министерство, то есть правительство в данном случае, да, как исполнительный орган власти, а конкретнее она передает уже Министерству экономики Кыргызской Республики и Фонду по управлению государственным имуществом. Здесь я почему указал два государственных органа. Министерство экономики Кыргызской Республики определяет политику, да, то есть она, простыми словами, пишет, да, какие-то нормы, которые необходимо будет исполнять уже фонду государственного имущества, который является управленцем, да, то есть оно осуществляет непосредственно управление этими объектами собственности. А Министерство экономики, можно сказать, что какие-то нормы, если необходимо будет менять, да, там, к примеру, я для примера скажу, у нас существует очень много государственных вузов, да, и один из них, к примеру, возьмем мы аграрный университет имени, да, аграрный университет, у которого есть очень много каких-то объектов, да, структурных элементов, которые называются в виде институтов, экспериментальных каких-то опытных станций и так далее, у которых существует очень много земли, то есть это государственная земля, да, у вузов очень много земли, но порядок их управления, он четко не определен. То есть законодательством было сказано так. К примеру, если мы возьмем руководителя этого вуза, Скрябина, да, к примеру, у него какой-то бизнесмен пришел, говорит, а можно, говорит, я вот там у вас определенный участок возьму в аренду, да, там около 10 соток, к примеру, 5 соток. Взял под строительство какого-то коммерческого объекта. И по действующему законодательству они сами определяют сумму арендной платы, сроки, и с кем он будет составлять, тоже будет определяет руководитель образовательной организации. Поэтому была внесена такая норма, когда государству было необходимо разработать нормативно-правовой акт, которым был бы урегулирован, да, порядок предоставления государственных земель в аренду и так далее. Вот. Если мы будем говорить об имуществе, к примеру, то имущество государственное обязательно, когда передается в аренду, оно регулируется положением о порядке
Сейчас я вам скажу. О порядке сдачи в аренду государственного имущества, которая утверждена постановлением правительства. Вот это нормативные права, которые четко регулируют, да, здание. То есть на какой срок может предоставляться здание, порядок проведения конкурса, не знаю, квадратура, сумма, да, там, квадратуры и так далее. То есть это все было уже утверждено и обработано. Так, итак, идем дальше. Итак, управляет Министерство экономики и Фонд по управлению государственным имуществом. Существует программа приватизации. То есть у Фонда государственного имущества основные функции. Это что? Да? Это у нас приватизация, это у нас передача в аренду, это у нас работа с акционерными обществами и государственными предприятиями. Да? Вот. И вот основные направления. Поэтому приватизация, когда объект подлежит приватизации, обязательно государством разрабатывается программа. Она называется программа приватизации объектов государственной собственности там, на такие-то годы, да, которая утверждается каждые 2 года. Утверждает его Джоорку Кенеш, так как во многих, да, программах приватизации существуют стратегические объекты, где законодательно прописано, что порядок решения по нему принимается Джоорку Кенешем, да, то есть парламентом в данном случае. Вот. Эту программу приватизации, эта программа приватизации состоит из самого объекта, да, то есть из целесообразности вообще приватизации, то есть продажи, да, то есть для чего она продается, сколько денег мы получим, за какую сумму будет, да, то есть там оценочная стоимость, и вот эта вся информация будет отражаться в этой программе, отражается в программе приватизации. Вот мы говорили, что также основной из функций Фонда государственного имущества — это работа с коммерческими организациями, да, где есть государственная доля. Это у нас работа с дивидендами. Вот у государства есть очень много объектов, сейчас это будет уже на следующем. И вот за 2019 год, ребят, вообще по прогнозам, ну, прогнозирует же, сколько, допустим, денег должен получить и передать в государственный бюджет в Фонд по управлению государственным имуществом. И вот было заложено по прогнозам 2,5 миллиарда, да? А было вот поступление 2 миллиарда 409 миллионов. Ну вот почти они план выполнили. Это официальные данные по отчету Фонда государственного имущества за 2019 год. Вот. Если мы здесь распределять будем, то я здесь могу сказать, что от дивидендов, да, государственного пакета акций было получено 1 миллиард 695 миллионов, 695 миллионов сумма. От прибыли государственных предприятий 517 миллионов сомов. От сдачи в аренду государственного имущества 191 миллион сомов. И прочие 4 миллиона. Вот. И следующим этапом как раз вот мы говорили, что вообще как проходит работа с акционерными обществами, да? Вот. На сегодняшний день у нас существует 52 акционерных обществ, из них 20 стратегических. Я извиняюсь, Тилек Владимирович, мы можем сейчас перейти на вопрос-ответы? Потому что у нас сейчас вопрос-ответы, и потом мы можем продолжить. Да? Отлично, да. Хорошо. Уважаемые участники, к нам сейчас поступило 2 вопроса. Первое. Курсанбек Раимкулов хочет узнать: Тилек Калыгулович, скажите, пожалуйста, как вы сказали, некоторые объекты возвращены в собственности государства, но однако они же приобрели за свои деньги документально.
правильно? Скажите тогда, как этим собственникам были оплачены те финансовые расходы, которые они заплатили за время приобретения этих объектов? Спасибо за вопрос. Здесь можно сказать так. Помните, я говорил об указе президента от 1995 года, на который ссылаются многие правоохранительные органы при возвращении объектов, особенно социальных объектов, в государственную собственность, да? Это указ президента о том, что социальные объекты не должны приватизироваться. И вот, получается, в данном случае очень много было судебных споров, где государство доказывало, да, что вот есть указ президента, когда было принято неправильное решение по ним и так далее. Конечно, здесь существуют сроки исковой давности и так далее. По некоторым государственным объектам было очень сложно возвращать в собственность государства, потому что очень много норм надо было пройти и доказать. Да? Но помните, вот Джоркнеш, 5-й созыв Джорку Кенеша парламента, на основании их решения, если я не ошибаюсь, 2014 или 2013 год, когда вот решением они принудили, то есть дали рекомендации государственным органам, чтобы были возвращены в срочном порядке. Да? И вот в этот период очень много было работы проделано, очень много объектов было возвращено. В основном это детские сады, лагеря, да, в пансионатах и так далее. Но здесь при этом есть понятие добросовестный приобретатель. Помните, мы говорили, хорошо, если кто-то купил, но он не знал, да, он потратил деньги. В законодательстве у нас есть понятие добросовестный приобретатель. И вот в случае того, что тот, кто приобрел это имущество, докажет, и он может взыскать эту сумму денег, да, а там уже, я не знаю, возможно, это будет тот, кто совершил какие-то правонарушения, или это государство в каком-то случае будет оплачивать, да, то есть это индивидуальный подход, то есть каждое судебное разбирательство по таким направлениям, они носят различный характер. Вот. Но в законодательстве существует понятие добросовестный приобретатель, и законодательство, оно защищает это, их права. Да. Спасибо. Следующий вопрос от Бактыкана Тургельдиева. Министерство финансов какую роль играет в управлении собственностью? Министерство финансов — это тот государственный орган, который занимается прогнозированием, планированием и так далее нашего бюджета, да? То есть основной исполнитель по бюджетным вопросам, по его распределению, по доходной части, по расходной части является Министерство финансов. И оно дает очень много распоряжений, поэтому для достижения вот этих поставленных целей. Помните, мы говорили о планах, допустим, фонда государственного имущества, когда Министерство финансов дает, да, там, совместно с Министерством экономики какие-то прогнозы, да, в виде поручений, в виде рекомендаций по фонду государственного имущества. То есть Министерство финансов — это главный ключевой орган, потому что не только по бюджетным направлениям Министерства финансов, но и по, к примеру, внешним и внутренним долгам, да, по распоряжению, к примеру, по финансовым рискам, да, каким-то. К примеру, у нас при заключении договоров по государственно-частному партнерству обязательно бывает такое, что государству необходимо вкладывать, да, может быть, тоже вступать при создании этой организации.
может быть финансово, да, где-то может быть имуществом, да, и Министерство финансов здесь играет очень важную роль по финансовым рискам, по составлению этих планов, направлений. Чоң рахмат. Кийинки суроо Манас Каримов мырзадан келип түштү. Жергиликтүү жамааттар местное сообщество муниципалдык менчикти башкарууга канчалык деңгээлде реалдуу түрдө катыша алат? Рахмат. Местное сообщество. Кыргызча кандай болуп калат? Жергиликтүү жамааттар. Жергиликтүү жамаат толугу менен ошол аймакта жайгашкан мүлктөрдүн баардыгы менен тең укуктуу башкарганга укугу бар. Бул ошо мыйзамдарда бизде каралган өзгөчө муниципалдык мүлккө ээлик болуш керек, да, то есть Муниципалдык менчикти башкарууга на имущество, да? Муниципалдык менчикти башкарууга канчалык деңгээлде реалдуу түрдө катыша алат? Ооба, түшүнүп По факту, как они могут содействовать? Да. Я понял вопрос. Кыргызча эле, орусча эле? Кыргызча. Мыйзамдарда көрсөтүлгөн ченемдер бар, бирок бүгүнкү күндө эл өзү көп катыша албай атпайбы? Ошондой мисалы ал гана жагы эмес, башка жарандарыбыз деле өзүбүздө болгон укуктарыбызды мыйзамдагы билбейбиз дагы, барып талап кыла албайбыз. Алар болсо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, мисалы, эгер аларга кайрылбаса, алар деле демилге кылып, бергиле, бизге жардам бергиле деп аркасынан чуркабайт. Бирок кээ бир аймактарда ошол ченемди колдонуп иштейт. Мисалы, мындай жери бар. Муниципалдык мүлк боюнча биз ылдыйраак жактан өтмөкпүз, ошол муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча. Ар бир муниципалдык уюмга муниципалдык мүлктү боюнча реестр түзүү боюнча милдеттеме берилген мыйзамда. Ошол реестрди түзгөндө жанагы биз ошол мүлк тууралуу, баасы тууралуу, ошонун башка маалыматтары тууралуу баардык маалымат камтылат ошол жерде. Эл ошо жергиликтүү жамаат ошол мүлктөр менен келип таанышып турганга мыйзамда ошондой да ченем каралган. Бирок урматтуу катышуучулар, мыйзамда болгон ченемдерди элибиз билбей калат, колдоно албай калат да. Бирок талап кылсаңар болот. Мыйзамда турат, барып кандай мүлктөрү бар экен муниципалдык менчикте, аларды кандай кылып иштетсек болот. Жалпы элге керектүү кылып, кереги тийгенди кылып, эффективдүү башкарылганга сунуштарын да бере алышат. Бирок тажрыйбада көп катышпайт. Ошондой учур болуп, ошондой болуп атат бүгүнкү күндө. То есть тажрыйбада талап кылышпайт анча? Жок, то есть мен айтып атпаймынбы, мыйзамда көп ченемдер көрсөтүлгөн. Анткени жергиликтүү жамаат ошол жерде бийликтердин баарын дайындап атышат, туурабы? Ошол жерде ошолор менен иштеп атат, ошолор менен биргеликте кошулуп, аларга кайсы бир сунуштарын берип, бул мисалы муниципалдык объекттерди мындай кылып иштетсеңер болот, тигиндей кылып иштетсеңер болот. Бала бакча керек боло турган болсо сурап барып. Бирок көп жерде ошол эр жерде иштеп атышат, эр жерде иштебейт, бул ошо. Ар кандай болот, ар кандай болуп атат. Мыйзамда көрсөтүлгөн дегеним да. Чоң рахмат. Ар кайсы жерде ар кандай иштеп атышат. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, сиздер колуңуздарды көтөрүп, өзүңүздөр суроо берсеңиздер да болот. Там есть кнопка «Поднимать руку», и вы можете задать свои вопросы сами тоже. Или же написать их в чат. Если сейчас ни у кого нет вопросов, мы можем продолжать дальше. Сейчас я проверю быстро. Вот, Было бы есть. хорошо, если Есть. у нас было бы Руслан великий Болотов. вопрос.
Руслан Болотов хочет задать вопрос. Вы можете задать свой вопрос. Да, здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, уважаемый Тилек Калулович. У меня вот, Добрый день. во-первых, хотел бы поблагодарить фонд и вас, да, за организацию такой интересной темы, интересного вебинара. Я как депутат местного кенеша хотел бы задать вам несколько вопросов вот, касательно именно управления муниципальной собственностью и взаимоотношений между государством и органами местного самоуправления при передаче объектов с одного баланса на другой, да? Если позвольте, я вот по порядку начну. Первый вопрос. В законе Кыргызской Республики о муниципальной собственности на имущество от 15 марта 2002 года под номером 37, там статья 7, в пункте 2 написано, что в случае передачи объектов из государственной собственности в муниципальную, все расходы, связанные с государственной регистрацией, производятся за счет средств местного бюджета. Уточните, пожалуйста, если объект бесхозный при взятии на баланс Айлёкмөтү руководствуется этим же законом? Я вам так отвечу, Руслан. В данном случае он как бесхозная вещь, да, это в законодательстве прописано. И он, если он берет на себя, конечно, он может использовать все необходимые основания для того, чтобы в последующем доказать, да? И, в принципе, по... Нет, это все... Слушаю вас. Нет, да, я до вас дослушаю. У нас все доказано, мы составили перечень бесхозных земель, которые долгие годы эксплуатировались незаконно, то есть частными лицами были захвачены незаконно. Нам удалось все это выяснить, составить список, перечень, да, но вот сейчас на данный момент возникают проблемы с государственной регистрацией, потому что по списку порядка, вот только по порядку их свыше 100 наименований, а регистрация, она требует финансовых затрат из местного бюджета, да, вот у нас вот здесь вот как бы проблема возникает. И я хотел бы параллельно вот, как сказать вам, еще один вопрос по этой же теме задать. Есть ли у нас возможность как-нибудь отрегулировать вот этот момент и внести изменения в соответствующие законы, чтобы именно при приеме на местный баланс, на баланс Айлёкмөтү объектов, да, как-то упростить процедуру регистрации государственную, может сделать бесплатно или там снизить стоимость вот этих процедур. Возможно такое? Спасибо за вопрос. Да, вы знаете, ну, я как бы на вашем месте, да, поступил бы. В любом случае, то, что вы там принимаете на местном уровне, по ним вы несете ответственность, то есть за принятые решения. И несете ответственность перед местным сообществом. То есть те деньги, которые у вас есть, то есть задача ваша эффективно управлять, заботиться о развитии и так далее. И, допустим, если вы приобретаете, то есть нашли эти объекты бесхозные, возвращаете и определяете уже муниципальную собственность, вы приумножаете тем самым, да? И если, конечно, нужно будет использовать, вот я как и говорил, вот ту норму, о которой вы говорили, да? У нас есть, возможно, еще какие-то нормы в законодательстве, надо поискать. Ну, но в любом случае вы будете правы, и никто вас как бы не будет за это осуждать. Относительно как бы облегчения этой процедуры регистрации, возможно, оплаты, да, каких-то государственных платежей обязательных, можно, конечно, это все отрегулировать через, ну, вот, допустим, вы это через кого можете сделать? Если это нужно будет в закон о муниципальной собственности, к примеру, на имущество вносить, вам необходимо будет инициировать через
государственное агентство по местному самоуправлению и межэтнических отношений, да, который курирует. Он может... Гамсумо. А? Да, Гамсумо. То есть, Гамсумо, да? да, законодательная инициатива у нас кому принадлежит? Она принадлежит 10 тысячам гражданам, она принадлежит депутату Джолофу Кенеша и правительству. Да? Государственное агентство Гамсумо, оно входит в правительство, и они могут инициировать. Вам просто необходимо написать письмо с обращением в этот государственный орган. Это нормально, это в порядке вещей, так как в любых правоотношениях возникает что-то новое, да, какие-то пробелы, недочеты. И законодательство, оно, мы же все понимаем, что оно идет вперед, где-то идет изменение, дополнение. Вот через государственное агентство можете сделать, или через депутатов. То есть можете выйти на... Я вам предложу выйти на Кенжебека Сатымпуловича Бокоева. Он очень хорошо разбирается в сфере органов местного развития, да, местного самоуправления. И я думаю, он вас поддержит. Он часто выступает и вносит предложения для эффективности, для развития, да, этой сферы. Бокоев Кенжебек Сатымкулович. Знакомы с этим депутатом, обратимся. Спасибо. Следующий вопрос. Вот вы перечислили виды собственности, также там указали акционерные общества, да, вот я хотел бы теперь остановиться на взаимоотношениях между Северэлектро, либо структурным подразделением на уровне района, районным РЭС и также Айлёкмөтө. У нас часто возникают вопросы, вот как вы сами знаете, нехватка этих электрических подстанций, трансформаторов, электрических столбов, линий электропередач, она, думаю, актуальная по всей стране проблема, особенно на новостройках. И вот я как вот сотрудник АРИС, вернее бывший сотрудник, мы реализовывали проект сельских инвестиций, направленный на повышение потенциала и социально-экономическое развитие сельских местностей. Да, здесь со стороны местного сообщества были выявлены и определены как приоритетные проблемы нехватка именно трансформаторов. А по условиям проекта вот эти предлагаемые проектные предложения, объекты должны обязательно принадлежать Айлёкмөтө, то есть состоять на балансе. При подготовке проектного предложения Айлёкмөтө дает гарантийное письмо, что данный объект в случае реализации проект будет в течение последующих 15 лет не будет передаваться с баланса на баланс, то есть он будет на балансе Айлёкмөтө, да? Но именно случай с трансформатором, он как бы зарождает много спорных моментов, потому что если Айлёкмөтө финансирует собственный вклад, приобретает за счет своих средств, за счет средств доноров трансформаторы, он должен будет после приобретения передать на баланс РЭС. Это трансформатор. Это раз. Потом у нас есть проблемы также со столбами, линиями электропередач, где вот многие сельские жители, они сами самовольно устанавливают эти балки, которые не отвечают ни требованиям, ни мерам безопасности, да? Вот эти отношения между поставщиками электроэнергии и органами местного самоуправления тоже как-нибудь можно там отрегулировать? И если да, то на какие нормативно-правовые акты нам нужно будет обратить внимание, либо обратиться, какой орган вы посоветуете обратиться по этому вопросу? Ну, в данном случае акционерное общество является юридическим лицом, да, коммерческой организацией, и оно... Северэлектро. Да, то есть оно отвечает по своим обязательствам, по всем принятым решениям. То есть, получается, никто не может
на него повлиять, да, то есть оно само принимает решение, но при этом собственником является государство в лице фонда госимущества. Фонд госимущества не может повлиять, да, то есть он не может вмешиваться в текущую деятельность, в зависимости от вопроса. Я думаю, вам в данном случае необходимо через свои государственные органы, курирующие, это вот органы Государственного агентства по делам местного самоуправления, да, Камшимо, да, им пойти объяснить, получается, данный вопрос, он же не только у вас, он может быть и в других, да, регионах. Ну, поэтому, да, можете это сделать через государственное агентство. Через них вы уже можете выйти на Североэлектро, проводить какие-то совещания. Может быть, где-то, если нужно нормативно это изменить, может быть так. То есть все это делается путем договоренности и так далее. Искать надо какие-то нормы, но если они говорят, по законодательству должно вот так. Ну, допустим, в регионах у вас электричеством, да, по электроэнергии, муниципальных-то служб нет, у нас идут все государственные. То есть обслуживание, ремонт, и они несут ответственность и так далее. То есть вам нужно переговоры вести, желательно через государственное агентство, Гамсумон. Если напрямую не можете выйти, можете напрямую. Хорошо. Ага. И последний вопрос, третий. Касательно, вот у меня вот здесь вот коллега тоже задал, касательно участия местного сообщества в управлении муниципальной собственностью. Да, у меня вот буквально дня 3-4 назад здесь на местном уровне тоже такой случай произошел, когда по государственному заказу, по заказу Министерства юстиции был, вернее, на стадии реализации проект единого окна, где будет в одном здании будет располагаться Минюст, то есть нотариус сейчас государственный, будет располагаться служба пробации и будет бесплатная юридическая консультация. Но они почему-то решили разместить этот объект на территории действующего парка. Выделение, то есть выделение данного участка, вернее, части участка, мы изучили, там они производились с грубыми нарушениями, без согласия местного кенеша, без общественного обсуждения, без согласия жителей, да. Вот этот момент вызвал как бы споры, и вот этот районный нотариус государственный, он вместо того, чтобы объяснить законные пути решения, он перешел к угрозам вместе с акимом района. Они начали избегать законных путей решения, и нам как бы пришлось тоже принять соответствующие меры, но мы доказали то, что там были нарушены именно процедуры. Да? Вот здесь я бы хотел отметить роль местного сообщества, потому что именно местная молодежь, она вышла с возражениями, требовали доказать законность данного решения. Да? Но, к сожалению, этот пример показывает, что у нас некоторые уполномоченные лица на местах, они злоупотребляют своим положением, они нарушают сами, люди, которые должны соблюдать, должны следить за соблюдением законов, сами нарушают их и не считаются с интересом местного сообщества. Это вам для информации просьба взять на заметку и знать, что на местах есть такие проблемы. Ого. Понял. Спасибо за большое. уделенное время. Спасибо. Ага. Спасибо большое. Сейчас, Телекпакет, у нас по программе 10-минутный перерыв сейчас. Вопросы вы можете написать, подготовить, и увидимся с вами ровно в 11:10. В 11:20, да? В 11:20 уже, да. 20. Ага. Да, Отлично. мы уже по времени чуть-чуть не успеваем. Прошу вас, уважаемые участники, сократить свои вопросы и дать более такие точные вопросы, не искаженные. Я бы
попросила у всех остальных участников тоже. Спасибо. Спасибо.
Nurmuhammad aka o'qitasizmi? Все. Дорогие участники, мы продолжаем наш тренинг. Телек Халилович, вы можете уже дальше показать презентацию. Итак, мы сейчас говорим об управлении государственной собственностью, да, говорили. Кто управляет? Мы говорили, что Министерство экономики и Фонд по управлению государственным имуществом основные субъекты управления в данном случае. И вот по отчету, да, это также по официальным данным отчета Фонда по управлению государственным имуществом за 2019 год, где говорится, что на сегодняшний день у нас существует 52 акционерных общества, где есть государственная доля участия, то есть основной пакет акций. Из них 20 стратегических объектов. Да? Стратегические объекты – это те объекты, которые очень важны для государства. Да? Какие это? Аэропорт Манас, Кыргызтелеком и так далее. Из этих 52 объектов работает 33 эффективно. Вот. Остальные находятся в процессе банкротства и так далее. Чуть ниже я на графике об этом покажу, расскажу. Также у нас существует 104 государственных предприятия в различных направлениях, да, по различным министерствам и так далее. Раньше было более 1000 государственных предприятий. И вот когда в государстве произошла оптимизация, именно по сокращению государства, многие были ликвидированы, государственное предприятие – это 100% государственная компания, да? Казенная компания, говорят в России обычно они. Это какие государственные предприятия? Например, государственное предприятие Кыргыз-Темиржолгору, государственное предприятие Кыргыз-Почтасы, да? Кыргыз-Көмір, да? То есть очень много предприятий. И вот руководители на эти должности назначаются премьер-министром из числа резерва кадров, которые состоят в резерве кадров. Что такое резерв кадров? Резерв кадров – это база фонда государственного имущества, которая собирает управленцев, да, подготавливает управленцев, которые действуют, если я не ошибаюсь, 3 года, 2 или 3 года. И в течение этого периода, в случае набора, да, там, руководителей, резерв кадров из этого резерва назначают на должности руководителей совета директоров государственных компаний, членов совета директоров, да, и они, получается, посредством проведения конкурса и так далее, вообще набирают. Вся информация есть на сайте государственное имущество и так далее. Идем дальше. И вот, помните, мы говорили о том, какие из акционерных обществ действуют. 33 акционерных общества в установленном порядке осуществляют деятельность, это эффективные, которые приносят прибыль. Да? Помните, мы дивиденды как раз поступают в основном от них. 5 из них пока не осуществляют, да, деятельность.
одно акционерное общество в процессе ликвидации, 5 акционерных обществ в процессе банкротства. И вот 8 пока еще, извиняюсь, 8 еще пока не функционируют. Ну, они действуют, официально у нас их 33. И вот работа с государственными предприятиями, да? У нас в Бишкеке с филиалами по республике где-то 18. Опа, здесь ошибка. Ну, здесь мы показали графический план, где располагаются эти государственные предприятия. Вот. Это у нас прибыльные, да, из вот этих 104 предприятий. По последней информации, 49 приносят прибыль. Это мы говорили, помните, 517 миллионов, почти 518 миллионов сомов поступает в республиканский бюджет по прибыли государственных предприятий. Так, если мы, здесь я еще не указал, я здесь бы хотел напомнить по поводу, есть понятие доверительное управление, когда государство может передать какой-то объект какому-то менеджеру. Да? В Кыргызстане это особо не действует, но тоже неплохая норма, когда заключается договор между государством, да, ну, в данном случае фонд по управлению государственным имуществом, и в лице какого-то менеджера на определенный период, и при этом менеджер тоже оплачивает какую-то сумму в виде гарантии того, что он не будет принимать какие-то неэффективные решения. То есть он тоже как бы рискует. И при этом, если он добивается хороших каких-то результатов, процент от прибыли тоже ему дают неплохой. Так, о государственном имуществе мы поговорили. Ну, единственное, я бы хотел добавить, что вот при приватизации государственного имущества используется ряд методов, да? Это у нас вот КОНК, вот чуть ниже, по управлению государственным, метод приватизации, да, то есть в государственной собственности и муниципальной собственности методы приватизации одни и те же, да? И вот какими методами приватизации можно использовать? Метод продажи на аукционе, да? Продажа на конкурсе, передача в управление с последующим выкупом, да? То есть здесь тоже заключается договор, передача в аренду с последующим выкупом и внесение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйствующих обществ. Вот. И здесь еще я бы хотел указать по аренде государственной собственности. Аренда государственной собственности, к примеру, возьмем мы Академию государственного управления. Это является государственной собственностью. Имущество принадлежит Академии на праве оперативного управления. Да? В данном случае Академия госуправления, она не имеет права сама распоряжаться. Фонд государственного имущества, государство сама за него решила. И помните, я говорил, что есть положение о порядке сдачи в аренду государственного имущества. И вот как раз вот этим положением регулируется, возьмем мы, если это здание, вот столовая. Многие кушали в столовой Академии государственного управления. Столовая сдается в аренду кому-то. Кто-то ее взял в аренду и работает, они нас кормят. Есть вот как раз согласно положению, они проходили конкурс. То есть получается там квадратура, в принципе, такая неплохая, большая. Обязательно нужно было пройти конкурс. И сумма арендной платы определялась. Раньше, помните, говорил, к примеру, если бы это было раньше, это был бы ректор. Он бы сам определял, сказал бы, в общем, Телек, давай я буду с тобой работать. Ты мне столько будешь арендной платы платить. И давай договор сначала на 3 года заключим. Вот.
я могу сделать там ремонт и так далее, да? Вот. Ну, дело в том, что он мог сам определять, а сейчас нет. То есть сумма арендной платы, она уже вот в том положении, она уже определена. Заключается договор, который вот идет фонд госимущества. И помните, мы говорили, да, доход государства, доход от управления государственной собственностью в виде аренды, от сдачи в аренду мы получили за 2019 год 191 миллион сомов. Это вот, к примеру, у нас столовую мы сдали, государство сдало в аренду, не знаю, там финансовую технику, еще что-то сдал в аренду, на рынке там еще что-то сдали. Ну, неважно, система здравоохранения, образования, культуры, спорта. То есть во всех направлениях имущество, передача в аренду, она регулируется тем законодательством. Вот, идем теперь дальше, поговорим о муниципальной собственности. Да? Управление муниципальной собственностью. Вот, мы говорили, что к муниципальной собственности относятся земля, движимое, недвижимое имущество, средства местного бюджета, муниципальные ценные бумаги, там мосты, дороги, фонари, улицы и так далее. То есть все, что находится в этом. Теперь по поводу муниципальной собственности. Ну, муниципальной собственностью управляет кто? Управляет органы местного самоуправления, местного сообщества. Да? То есть, помните, мы говорили, то есть вопрос был, как может народ управлять имуществом, которое находится в муниципальной собственности? По законодательству есть нормы, вот, к примеру, реестр, да, муниципальной собственности, мы говорили о них. Все муниципальные органы местного самоуправления обязаны вести реестр муниципальной собственности, своего имущества. То есть они должны создать какую-то базу, да, электронную базу, где говорится вся информация о состоянии этого объекта, об оценочной стоимости и так далее. Народ, то есть местного сообщества, это у нас народ, да, идет, он имеет право знакомиться в рабочие дни с этой собственностью, какие-то вносить предложения и так далее. То есть вот эта норма, она позволяет участвовать в управлении, да, этой собственностью. Но на сегодняшний день, как многим известно, у нас база данных, ну вот этот реестр муниципальной собственности, он не у всех. К примеру, если мы будем говорить о больших городах, Бишкек, да, ну, в Бишкеке этот реестр есть, там есть электронная база, куда можно зайти, посмотреть и так далее. Когда вот даже управление муниципальным имуществом, да, есть у нас управление при мэрии, все, что связано с землей, мэрии города Бишкек, аренда и так далее. Управление земельными ресурсами, да, и управление муниципальным имуществом. Это вот тоже все объекты, которые находятся в городе Бишкек, тоже они курируют, регулируют, сдают в аренду, и вся база у них есть на сегодняшний день. И можно ее онлайн посмотреть, можно даже онлайн участвовать в каких-то конкурсах и так далее. Программа приватизации. Да? Программа приватизации муниципальной собственности, так же, как и программа приватизации государственной собственности, готовится исполнительными органами местного самоуправления. Да? У нас Айлюкмүтү. То есть Айлюкмүтү готовит информацию, готовит программу, цели, для чего продаются, что получим от этого. Тем самым его утверждает местный кенеш, да, то есть получается исполнительный орган он его готовит, а местный кенеш утверждает, он может вносить
какие-то изменения и так далее. Вот. Идем дальше. Вот помните, мы говорили о методах. Вот как раз методы приватизации муниципальной собственности. Она вот схожа с приватизацией государственной собственности. И вот все вот эти методы у нас они закреплены в законодательстве. Но не все из них используются. Да, вот, допустим, передача в аренду с последующим выкупом, ну, это тоже очень редко. Передача в управление с последующим выкупом, тоже таких договоров я не видел такого договора. Продажа на конкурсе, на аукционе, это постоянно, это основные, да? Вот. И муниципальная собственность, здесь вот как раз мы говорим о том, помните, говорили о передаче государственной собственности муниципальной, да? И постановлением правительства, вот номер 96-го года, да, была разработана документ, которым как раз был определен порядок передачи объектов коммунальной собственности местных сообществ. То есть на основании вот этого документа правительство выносило уже списочный, да, помните, мы говорили по списку все объекты, которые передавались этому муниципальному образованию. Вот. Здесь я бы также хотел обратить внимание на некоторые понятия, которые остались. Я вот как раз рассчитывал, что если мы не будем успевать, мы о них поговорим. Я бы хотел сказать о том, что госуправление государственной и муниципальной собственностью, она очень широко обширная, да, то есть очень много вопросов по ним возникает, очень много споров. Вот поэтому я постарался как можно сжать, дать основные понятия, да, нашего сегодняшнего занятия. Вот. Остальное, я думаю, и вот эти вот понятия, которые мы не прошли, которые вот я сейчас успею вам рассказать. Бекбаке, мы можем задать вопросы? Да, отлично. Да. К нам поступила от Гульзада Турдубаева вопрос. Сейчас я озвучу. Вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос. Почему нет реестра на уровне муниципалитетов? Ну, в законодательством прописано, что они обязаны вести. Но не все его выполняют в силу того, что есть многие аильные аймаки, которые с малым бюджетом, да, то есть они, может быть, не могут себе позволить. Я не знаю, почему так происходит в военных аймаках, но вообще они должны были все этим заниматься, и государственные органы в лице Гамсумо тоже должна была проследить. Да? Ну, большие города, большие населенные пункты, они уже охватили, то есть они имеют определенную базу, может быть, даже где-то не электронную, да, в бумажном варианте у них это есть. Ну, хотелось бы, чтобы это все было в электронном формате, когда, тем более вот в таких случаях, да, когда ты не можешь пойти, посмотрел, зашел, поинтересовался, тем самым ты управляешь, помните, мы говорили о местном сообществе, как она может управлять. Тем самым вот вы и управляете. Вот. Следующий вопрос от Руслана Полотова. В каких НПА указаны порядки ведения реестра местного самоуправления, а ответственное лицо за его ведение и ответственность за его отсутствие? Повторить вопрос или еще раз? Да, я его понял. Да, я понял вопрос. Это в законе о муниципальной собственности на имущество. То есть есть такая норма, она прописана, она является основанием для создания этой базы, да, этого реестра. Но насчет ответственности, она у нас, ответственность же такова же. Руководители органов местного самоуправления несут ответственность в пределах своих
компетенции за вынесенные им решения, да, то есть они могут быть прописаны везде. К примеру, если дали время, ну, возможно, по каким-то основаниям некоторые аймахи, да, органы местного самоуправления, не смогли эту базу провести. Государство должно было проанализировать, да, вот если в лице Гамсумо, если они видят, если есть такая норма, они должны были узнать, почему не получается, как вам помочь. Вот, ну, а так, да, и это все прописано в законодательстве. Если, допустим, до этого было поручение, были средства, были все ресурсы, и было дано время, если руководители этих органов местного самоуправления не решили, то, допустим, другими нормативно-правовыми актами везде заложена ответственность, да? То есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение. То есть также можно использовать закон о государственной, гражданской, муниципальной службе, да, там можно использовать любые нормы. Спасибо большое. Есть пожелание от Бактыкана Тургелдиева. Спасибо вам большое, интересную и полезную презентацию и выступление. Еще у нас есть Юлдыз Такрбашева, наша выпускница, она хочет вам задать вопрос. Юлдыз Аджия, вы можете задать свой вопрос. Добрый день всем. Рада, что сегодня мы обратно увиделись и слышим очень интересную информацию, нужную и полезную для всех нас. У меня вопрос такой, Тилек Калыгович, просто, ну, как бы, наверное, юридического характера больше всего. В общем, был заключен договор аренды земли 20 сотых на территории Октябрьского, ну, это на Высокурской области, на территории Октябрьского Илюкмыту. То есть не территория, это территория относится, она находится в горах. На 49 лет договор аренды заключен был на двух, как бы на одного партнера. Финансовую часть нес другой партнер. В итоге, в общем, договор заключен на одного человека, а теперь вот как их потом вот уравнять их права или вот как бы, чтобы, как сказать, ну, в случае чего ДНД, чтобы второй не остался, не удел ДНД. Как это можно сделать? Ну, Это договор заключен, постановление Айлюкмыты выходило о том, что выделить как бы в аренду, а потом заключительный договор уже Иссыкульская биосферная зона как бы заключала. Отлично. Так, ну, вы знаете, если решение есть, и вам поручили тем самым заключить договор, если договор был заключен, чуть позже в него можно в любом периоде до истечения срока договора вносить изменения и дополнения. И, к примеру, если есть второй партнер, который тоже хочет как бы заявить свои права, да, какие-то, то он может на основании заявления, то есть если вы же будете тоже как бы решать, да, то есть одна сторона договора, да, и вторая сторона вот партнер, и вот получается второй партнер партнера может на основании какого-то обращения к вам и каких-то других, я не знаю, он уже какие-то деньги, финансовые средства вложил или что? Это, получается, аренду платит второй партнер, финансовую часть он выполнял, а договор заключен был на первого партнера. Финансовые расходы он не нес. Понял. Ну, вы можете... они как бы обоюдно договорились изначально, что давай оформим договор на тебя, а дальше посмотрим. А вот сейчас, получается, вопрос стал о том, что права второго партнера ущемлены, что он нигде не фигурирует. Вот в чем дело. Да, я вас понял. Ну, а вот то, что он оплачивал, он может доказать, что у него есть какие-то документы? Да, квитанции все есть. Отлично. Ну и то, что это было от него, да, поступление? Да. Ну вот он может на основании вот этих вот документов, подтверждающих порядок оплаты, именно по тому договору, и там же сумма же тоже идет. Вот. Он может обратиться к вам о том, чтобы в договоре
включить норму, что, что данный человек является тоже как бы партнером, имеет какие-то права в связи с тем, что он оплачивал там эти. Понятно. То есть это, да, можете в дополнении к основному договору, уже там надо сидеть, это чуть времени займет, ну, как правильно оформить. Ага, хорошо, ну спасибо. Вот. Это можно сделать. Действие, хорошо, Рахмат. Угу. Наргиза? Наргиза? Вы здесь? Прошу прощения. Да. Мы продолжаем тогда презентацию. Если у вас появились вопросы или комментарии, вы можете их задать в чате. Также вы можете задать их напрямую, поднимая руку. Так, Телек Халилович, вам слово. Да, Наргиза, вот мне предложили то, что вот по моей презентации быстро все скоротить, быстрее закончить, и для того, чтобы послушать ребят, чтобы они могли задать вопросы. То есть, возможно, как раз, да, вот были у некоторых сотрудников. Я вот просто одну норму хочу добавить. Есть, ну, часто по нему еще и работает, есть понятие, вот, есть понятие вечные права, не являющиеся собственниками. Есть понятие вечные права, не являющиеся собственниками. Это вот такие права, как право оперативного управления, право хозяйственного ведения. И есть понятие сервитут, право ограниченного пользования чужим имуществом. Да? И вот если мы будем говорить о оперативном управлении, хозяйственном ведении, потому что это тоже основные права вечные, когда он связан с управлением государственной и муниципальной собственностью. Право хозяйственного ведения используется в основном коммерческими организациями. Это у нас государственные предприятия. То есть, получается, государство передает свое имущество. Вот, допустим, если мы возьмем Кыргызпочтасы, оно передало ему здание, оборудование, там, какие-то движимые, недвижимые имущества, да? Финансовые средства и так далее, на праве хозяйственного ведения. А вот нашим учреждениям государственным, да, допустим, это у нас Академия госуправления, филармония, да, театр оперы и балета и так далее. Государство передает это все имущество, парты, столы там, и так далее, на праве оперативного управления. Здесь почему право ограничено, почему вечные права, не являющиеся собственниками. То есть здесь есть определенные ограничения, когда, к примеру, ты хочешь реализовать какой-то объект этого объекта, да, какую-то часть этого объекта, это будет или учреждение, или какое-то госпредприятие, тебе обязательно нужно будет согласовывать это с собственником. То есть в данном случае фонд государственного имущества. И вот по поводу права ограниченного пользования чужим имуществом, понятие сервитут, да? Здесь, к примеру, давайте я вам нарисую. Сейчас я вам нарисую и покажу. Так, вот так видно, да? Да, видно. Вот это у нас дорога. Вот это у нас идет дорога. Вот это земельный участок. То
какой-то земельный участок, дом, да. И вот здесь, ну, он, земельный участок, он огромный, большой, не знаю, гектар, наверное. И собственник решил вот этот отрезок продать. Вот, хорошо, он его продал, сделка совершилась, все, здесь собственник другой, здесь собственник другой. Но теперь вот этот собственник, он не может сюда выйти. То есть ему же надо сюда проехать, а эта территория уже, а это же другая территория. Поэтому логика такова, что вот этот собственник может воспользоваться собственностью вот этого другого собственника для того, чтобы сюда выехать. Итого, он, получается, ему придется вот здесь вот ему сделать выход, так как законодательством предусмотрено такое, что вот этот собственник, он имеет право воспользоваться чужим имуществом на добровольных условиях или на условиях принудительного. То есть вот этот собственник, он может с ним договориться: слушай, дай мне, открой дорогу сюда, да, я буду выезжать. Ну, они договорились, мол, может этот не согласится, и тогда собственник этой земли может обратиться в уполномоченные органы, которые заставят ему открыть здесь дорогу. Вот это называется сервитут. Право ограниченного пользования чужим имуществом. Вот. Итак, уважаемые друзья, уважаемые преподаватели, я вот постарался вкратце объяснить вам понятие, да, государственной, муниципальной собственности, как оно управляется, как оно вообще появилось. Вот. И если у вас возникнут вопросы, вот у наших друзей, у фонда есть мои контакты, данные, вы можете писать, обращаться, задавать какие-то вопросы, так как у нас время как бы ограничено. И мы можем сейчас перейти на вопросы и ответы, чтобы кому-то мы, может быть, сможем помочь. Да, Телек Калгулович, спасибо большое. Я тоже постаралась вот остановить вас и задать вопросы вовремя, чтобы не скопить их в конце тренинга. Да? Сейчас у нас один вопрос от Ханабека Садыкбекова. Насколько мне известно, пастбища относятся к государственной собственности, и их нельзя сдавать в аренду. Как вы думаете, горнолыжные базы берут все-таки аренду земли, являющиеся пастбищами? Конец не услышал. Можно еще раз? Как вы думаете, горнолыжные базы берут все-таки в аренду земли, являющиеся пастбищами? Ну, я так вкратце отвечу. Законодательством у нас очень много что запрещено, но на самом деле то, что происходит, ладно, в Бишкеке еще как-то оно курируется, но в регионах и в других местах трудно отследить, когда выносят неправильные решения. Как-то вот так, наверное, я отвечу. Вот, ну, да, где-то они оплачивают, да. Да, они оплачивают, значит, да, все-таки где-то аренду. оплачивают, а где-то не оплачивают. Хорошо. Уважаемые участники, у вас есть вопросы? Можете задать в чате или поднять руку, или комментарии. Вы можете их сейчас задать. У нас времени уже мало. Пока ни у кого нет вопросов. Да? Но если нет вопросов, я тогда вот здесь вот более...
Где-то я не добавил сейчас. Да, я хотел рассказать еще по программе приватизации, да. Помните, мы говорили, что программа приватизации государственной собственности, она составляется на 2 года и утверждается Джордж Кнешем. И вот было такое, что акционерные общества в основном обращались к государству, к собственнику, и просили, чтобы они изменили законодательство, чтобы они не руководствовались законом о государственных закупках Кыргызской Республики, так как это немного мешает, да, то есть конкуренции, быстрого приобретения товара для того, чтобы опередить, да, там, то есть вот такие методы, такие механизмы, чтобы акционерные общества могли быстро и эффективно принимать решения. Но наше законодательство, она регулирует, и тем самым акционерное общество обязано руководствоваться. Где-то они тратят очень большое время на это. И в связи с этим, вы, наверное, все слышали, помните, Мегаком хотели продать. ОАО, ЗАО, ОАО, ЗАО Альфа-Телеком, да? Который является 100% собственностью государства. И вот одним из оснований его приватизации, его продажи, да, являлось как раз вот это. То есть они указывали, что вот Мегаком мы хотим продать в связи с тем, что закон о государственной закупке мешает и так далее. Вот. Ну, Мегаком его не купили на тот момент, да, хотели какие-то действия провести, но не получилось. Вот. И я хотел еще сказать о некоммерческих организациях, об учреждениях, да. Помните, мы говорили, что вот здесь вот коммерческие предприятия, то есть целью является извлечение прибыли, а некоммерческие не являются целью извлечения прибыли. И вот я спрашивал как-то у ребят, а вот, к примеру, Славянский университет или АУЦАР, он будет считаться учреждением или это будет коммерческая организация? И многие мне начали отвечать, это коммерческая организация. Я говорю, почему? Он говорит, ну, контракт оплачивают, там, такие расходы, они, то есть, занимаются как бы бизнесом, да? Ну да, то есть, получается, образовательные организации получают контракт, да, там, вот, сдают в аренду, не знаю, какие-то помещения. То есть, они получают какую-то прибыль и занимаются предпринимательской деятельностью. Да? Но эти все образовательные организации, они являются учреждениями. И они не могут относиться к категории коммерческих организаций. Но для достижения своих уставных целей некоммерческие организации, вузы, я не знаю, и так далее, они могут заниматься коммерческой деятельностью. Но они не входят в перечень коммерческих организаций. У них и других статусов тоже нет, да? То есть их невозможно называть коммерческим, но в то же время они берут деньги и контракты, да? У них же каждый год еще меняется, ставки дороже становятся. Ну, конечно, здесь антимонопольные службы республики должны регулировать цены, да? Цены контракта и так далее. Ну, суть в том, что она может заниматься коммерческой деятельностью для того, чтобы, ну, уставные цели какие? Они могут что-то приобретать, да, то есть им необходимо развивать материально-техническую область, им необходимо мотивировать своих сотрудников, да, это же управление, то есть им надо повышать заработную плату, какие-то доплаты делать, то есть удерживать. И многие учреждения, это не только вузы, да, это вот система здравоохранения, то есть
мы все понимаем, что заработная плата у этих сотрудников, она маленькая, и руководство, оно как раз, используя вот эти вот рычаги управления, оно мотивировало сотрудников, приобретало. И вот есть такое, что в учреждениях, к примеру, Академия госуправления, ей передали все здание, имущество, да, вот первый раз передали договором, все, она у него на балансе лежит, и Академия, к примеру, заработала какие-то средства, или Академии подарили какое-то имущество новое, да, то есть Академия же может тоже приобретать, получать дарения там, и так далее, да, может сама приобретать что-то новое. И вот все, что новое оно приобретает, отдельно от того, оно закрепляется у них в самостоятельном балансе. То есть оно уже идет как собственность не тех лиц, которые в самом начале создавали эту организацию, а уже собственности самого юридического лица, самой организации. Спасибо большое. Нам поступает комментарий благодарности. Хотел бы выразить благодарность лектору за проведенный тренинг. Удачи вам и благополучия. Дамир Кудайбергенов написал. И последнее слово я даю тогда Бахтыхану Тургельдиеву. И на этом мы завершим наш тренинг. И всем отправлю, конечно, презентацию, информацию. И прошу всех участников пройти онлайн-анкетирование анонимную. И ваше мнение очень важно для нас, поэтому прошу вас пройти также анкетирование наше. Бахтыхан Тургельдиева, вам слово. Олег Калыгулович, еще раз спасибо за интересное выступление. У меня возник такой вопрос. Теоретически действительно все это описано, законодательно закреплено и так далее. А вот госучреждения как используют на законодательной основе их право, мы это прекрасно знаем, есть массовые нарушения. Есть ли официальные как бы, данные, да, что произошло нарушение законов, то есть вот эти коррумпированные элементы в использовании госучреждений, в своих личных интересах, всем известные факты. Но официально есть ли такие уголовные дела и так далее? Мне вот это интересует. В силу того, что сегодня мы говорим о иллюстрации и так далее, мы знаем о том, что это нарушение писалось в средствах массовой информации, например, в Национальном университете или в других университетах. То, что творится в КРСУ, это всем известный факт. Но мне просто интересно, так как вы занимаетесь этой проблемой, были ли официальные какие-то судебные процессы по данным проблемам? Спасибо. Спасибо, Баккан Макишина. Фонд государственного имущества очень такой государственный орган, где часто менялись руководители, и многих из них обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, не только высшее руководство, но и руководители среднего звена тоже. Они были часто замешаны, потому что все мы представляем, что у государства очень много объектов, да, собственности. По ним, да, были возбуждены уголовные дела, были осуждены, были конфискованное имущество есть. Да, я вот, если честно, тоже одно время побоялся и ушел оттуда, потому что у меня было право подписи, и когда у меня возможность возникла, я оттуда ушел, потому что очень опасно. Ты где-то подписываешь, надо изучать каждый документ, очень много нарушений было, очень много уголовных дел, конечно. Можно достать эту информацию, если хотите, я вам позже тогда скину. Спасибо большое. Уважаемые участники, спасибо большое. Джилдыз Такырбашева также написала благодарность. Спасибо большое тренеру Тилек
Тилеку Калыгуловичу и организаторам вебинара. Успехов вам. Тилек Калыгулович, можете тогда остановить демонстрацию экрана, чтобы мы могли сфотографироваться? Уважаемые участники, вы все можете сейчас включить свою камеру. Всем спасибо. Спасибо большое. Так, доктор Майер, сөз айтасыз бітіре тұрған? Чоң рахмат. Тилегере чоң рахмат. Аптан қызықты малымат берді. Рахмат сізге. Барыңыздарға чоң рахмат. Активті қатысып бергеніңіздерге. Азыр камерасы күйгізеліктер бар дағы. Асан Фасқат, Redmi, Мелис Асанбекұлы. Камераңызды күйгізсеңіз болады. Бізге фотоотчет қой. Так, 1, 2, 3. Рұқсат берсеңіз, администратор, камера жаққаны. Рұқсат берілді сіздерге. Барыңыздарға. Bir, iki, üç, раз, два, три. Прошу также пройти анкетирование. Мы вам отправили сюда в чат ссылку. И также мы вам отправим обязательно презентацию, информацию. И до следующих наших вебинаров тогда. До свидания всем. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое.